процессе подготовки и уложения Гагаузии в конце 90-х годов мы изучили опыт разных стран, европейских стран, Соединенные Штаты Америки ездили. На территории бывшего Советского Союза мы изучили, как должен идти законотворческий процесс. Неважно, это область автономная, округ, или это республика автономная, или это штат Соединенных Штатов, или это земля в Германии, или в Испании, там, в Швейцарии, кантон и так далее. Мы заложили такую статью, что со временем законодательный орган Гагаузии должен перейти на профессиональную основу. Сегодняшняя ситуация показывает, что мы уже опаздываем. Мы должны этот процесс активнее двигать и принимать закон о постоянно действующем парламенте, профессиональном парламенте Гагаузии. Иначе у нас все время будут создаваться межпарламентские комиссии Кишинев-Камрад, и ВОЗ будет и ныне там. Поэтому мы должны подготовить проект закона, по крайней мере, это в наших силах, и сделать, чтобы меньшим числом депутатов подобрать туда таких людей, которые будут работать 4 года и отдаваться работе. Если мы этого не сделаем, у нас просто работа не будет двигаться вперед. Что это даст? Во-первых, мы выполним статью уложения Гагаузии, мы уменьшим затраты на депутатский корпус, мы туда технократов, профессионалов возьмем. И в законе надо обязательно заложить, что если человек пришел туда на 4 года, и год он отработал, и он ничего толком не дал, его надо отозвать и поменять другим. Надо эти статьи заложить. Меньшее количество, обязательно право отзыва депутата и, скажем, программа законодательных инициатив на 4 года, и все. Законотворчество – это постоянный процесс. Его нельзя усугублять или нельзя его сводить только к обсуждению закона о бюджете.